Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кого не ждете, а он либо она появится. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, кого я не жду и кто появится. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что от нас сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем слышать и узнать. Так, ну тут будет триумфальное появление. Вот, видите, персонаж у нас здесь вышел. Но о нем я расскажу попозже. Мои хорошие, тут мне не очень нравится вот эта картинка. Здесь какой-то человек крадется просто по вашим, как знаете, следам ходит. За вами кто-то следит, мои милые. Вот прям как хотите. Следит человечек, причем украдкой, причем так, чтобы вы вообще никак там не узнали, не догадались. Человечек вас, возможно, где-то в чем-то когда-то обманул, либо как-то очень плохо с вами поступил. У него совесть как бы не позволяет вам показаться на глаза, но к вам очень хочется, либо очень хочется узнать о вас, о вашей жизни, как живете, чем живете, с кем живете. Вот человечек такой, да, немножко как вор в ночи, да, крадется. Опасен ли он вам? Нет, не опасен. Проявится ли он? Думаю, что кто-то из вас, ну так немножечко, там 10% девочек обнаружит его, а у других будет странное ощущение, да, что за мной где-то вот кто-то следит. Будете чувствовать на себе, особенно на своей спине, глаза чьи-то. Вот это человечек. Но вы его точно знаете, он был в вашей жизни. Но знаете, как понять, кто это? Вот кто с вами хуже всех поступил, на кого больше всех у вас там претензий скопилось, вот это именно этот человек будет ходить, подслеживать. Возможно, кстати, вам кто-то скажет: ты знаешь, за тобой следят, мы вот там видели в машине, мужчина там сидел, смотрел и прочее. То есть либо там соседка скажет, что вот подходил такой-то, такой-то на тебя там досье собирал, да, расспрашивал там с пристрастием, кто ты, что ты, да, ну не кто-то, а с кем ты, кто там к тебе ходит и прочее. То есть вот такая идет вам ситуация. Но человечек пока себя не обнаружит. Ну, знаете, еще тут у кого-то отыграется, что поймет, что нет ему места в вашей жизни, и с горем, со слезами, ну, залезет в ту норку, из которой он вылез. Ну и ладно, он не нужен вам на самом деле, не нужен. Хорошему человеку не надо прятаться. Хороший человек выйдет на свет Божий, себя покажет. Если виноват, то будет просить прощения, правильно, искупать свою вину. А вот так ходить, прятаться, вором ходить, расспрашивать, справки наводить, ну о чем это говорит? Что человек либо не раскаялся до конца в своих каких-то плохих поступках, либо он что-то лихое замышляет. Правильно, девочки? Поэтому не покажется и не надо. Живите дальше без него спокойно. Так, мои хорошие, здесь я вижу, что появится какой-то, может быть, вот связанный с учением человек, потому что здесь у вас филин вышел, у филина факел в руках. То есть это учитель, это наставник, это какой-то гуру, может быть, да, это все, что связано с обучением. Вот человечек вас то ли разыскивает, то ли хотел бы вам что-то, может быть, сказать, предложить, да, что-то вот для вас. Он вас через кого-то будет искать. То есть не напрямую, как-то прямой связи нет, не прослеживается. Через кого-то он вас найдет и передаст через кого-то, может быть, свой номер, либо информацию передаст. Вот это обязательно случится, это произойдет. Дальше, мои хорошие, здесь женщина вышла. Женщина, которая, ну, может быть, даже какая-то родственница, либо подруга. У женщины
к вам какое-то предложение, либо какой-то очень серьезный разговор. Вот смотрите, вот женщина, красивая фигурка вышла, и у нее в руках цветочек. Видите, цветочек распускается. Но меня смущает, что эта женщина вышла в левой стороне. Помните, да, левая сторона у нас все-таки немножечко про искажение, про иллюзию, где-то может быть фантазия, да, что-то неясное, не совсем, скажем так, вразумительное и полезное. Вот у этой женщины к вам какое-то предложение скользкое будет, мутное. Может быть, вы ей и не поверите, и правильно сделаете. Может быть, вы ей откажете, и тоже правильно сделаете. Но вот эта женщина, она как прям такой вот значимой фигурой для вас идет, да? Вот прям как потрясением будет у вас встреча с этой женщиной, что она именно к вам пришла, что она вам такие предложения дает. То есть, может быть, вы очень давно не виделись, может быть, вы не очень хорошо расстались, или в принципе у вас такие отношения были напряженные. А тут на тебе, да, как снег на голову, еще с какими-то предложениями. Значит, здесь нужно подумать, здесь нужно все посмотреть, просчитать, проверить, перепроверить. У нее явно есть какие-то скрытые, ну, такие вот, как заходы в вашу сторону. Что-то она скрывает, что-то там не так, что-то там нечисто. В принципе, излагать она будет ясно, в принципе, там не подкопаешься, но что-то иллюзорное и что-то скрытое в ее словах будет. Здесь, конечно, решать вам, девочки, если хотите, то все перепроверяйте, все проверяйте. То есть она мне не очень нравится. Мне не нравится, в каком она положении выходит, и мне не очень нравится, да, с какими мыслями она к вам идет. Может быть, будет вас о чем-то расспрашивать, может быть, она будет... Может быть, она хотела бы с вами конкурировать за что-то. Значит, есть там какие-то скрытые моменты есть. Будьте поаккуратнее с этой женщиной. Так, мои хорошие. Кто еще неожиданно появится? Ну, тут, смотрите, вы когда-то, да, может быть, в недавнем прошлом, может быть, в отдаленном прошлом, общались с кем-то по деловым вопросам. То есть здесь явно идет мужчина. Мужчина серьезный, с кем вы общались по деловым вопросам. Это могут быть правовые вопросы, это могут быть там бизнес-вопросы, это могут быть, может быть, даже какие-то покупки, не знаю. То есть что-то мужчина как профессионал для вас, девочки, делал. Вот он о вас думает, и у него есть что вам сказать, либо что предложить. То есть человек хотел бы, может быть, какие-то услуги вам свои предложить, либо узнать вообще, в принципе, как у вас дела. Для вас будет большой неожиданностью, что этот человек вам, например, напишет. То есть вы уже там и думать не думаете, и не помните, да, а человек вам напишет. А я вам вот что скажу. Он у вас в правой стороне выходит, и у него в руках луна горит к вам. Девчонки, вот... Ну, вы с ним встретились, пообщались, да, и разошлись. Для вас это просто мужчина, который оказал вам какие-то профессиональные услуги. А вы-то ему в душу запали, вы-то похитили его сердце. Он все это время о вас думал и вспоминал. Он все это время пытался найти хоть какой-то повод, более-менее адекватный, чтобы с вами опять встретиться и связаться. Возможно, кстати, тоже там время зря не терял, собирал о вас информацию. Можно ли, нельзя, если у вас кто там, да, если есть, то как вы живете, может быть, вы там замужем, но брак у вас пустой, может быть, он там каким-то боком, припеком сможет к вам там протиснуться. То есть у мужчины к вам явно любовный интерес, мои хорошие, и вы это поймете вот в разговоре, либо в переписке с этим человеком, вот прям между строк вы будете это все вот открытым текстом читать. Вот как-то так идет, мои милые. И мужчина вот идет, вот у него над головой мост. Он будет пытаться проложить этот мост к вам. Вот. Так что, хорошенькие, если хотите отношения с профессиональным мужчиной, вот, пожалуйста, замечательный кавалер. Кстати, не молодой. Мужчина вот такого среднего возраста, хорошо уже среднего, ну, такой опытный. Почему? Уже в жизни чего-то добился. Он крепко стоит на ногах. Девчоночки, кому-то вообще неплохой вариант идет. Может быть, не сразу там в брак, но хотя бы пообщаться, повстречаться, присмотреться. Запросто может быть. Так, мои милые, подходим мы к главному сюрпризу всей этой картинки. Но тут человек в гнезде, мои хорошие. Что это значит? Ну вот, видите, вот гнездо,
И вот он стоит, там ручки открыл, такой, говорит, беги в мои объятия, да, сейчас я тебя тут в объятиях зацелую. Значит, девочки, у кого-то из вас может быть муж, может быть любимый, возлюбленный, просто какой-то хороший, добрый знакомый, который очень давно порывался к вам, но не было возможности. Он делает вам сюрприз. То есть это человек вам хорошо знакомый и человек, который сюрпризом ворвется в вашу жизнь. То есть вы не ждете. Может быть, муж уехал в командировку, сказал, что вернется там, я не знаю, в понедельник, да, а сам приедет там в среду, да, и причем ночью, да, что вы прям такая еще прям и заспанная были, и в халате там, и с бигудями, может быть, да, и тут он сюрпризом к вам, вот, пожалуйста, я приехал, сделал тебе сюрприз. Здесь, смотрите, девочки, кому муж так нагрянет, это не потому, что он вас хочет с кем-то где-то застать и не доверяет, наоборот, он так сильно по вам соскучился, он так сильно к вам стремился, что даже там, возможно, всю ночь ехал напролет, жутко уставший, но вот лишь бы вас поскорее увидеть, и лишь бы вас поскорее обнять. Потому что человечек, видите, с открытыми объятиями бежит в вашу жизнь. Замечательно. Мои хорошие, может быть, у кого-то кто-то из родственников так объявится. Причем, вы понимаете, человек идет именно с чувством, с эмоцией. Может быть, ваш возлюбленный, который живет где-то далеко, и с которым вы, может быть, даже никогда не виделись, да? Но тут таким сюрпризом к вам приедет. Здесь именно фишка, уже сказала, да, в неожиданности, вот как нагрянет на вас, понимаете? Но готовой быть всегда нельзя, это, в принципе, физически невозможно. Девчоночки, сразу хочу предупредить, как бы там у вас что ни случилось, ни произошло, главное, не парьтесь по поводу своего внешнего вида. Что может там у вас там ноги не бритые, либо вы там не накрашенная, да, а может быть одежда какая-то на вас там старенькая, это вообще не важно. И этому человеку важны вы как персона, как личность, а не то, как вы выглядите, либо в чем вы там одеты, либо сколько у вас макияжа на лице. Вот об этом подумайте, чтобы вот этот приятный сюрприз вас не омрачил вот в этом плане. Потому что девчонки часто любят заморачиваться по поводу там внешности, там, есть ли у меня педикюр и прочее, прочее. Вот ему вообще это не важно. Он любит вас целиком и полностью. То есть человек любит ваше сердце, вашу душу, девочки. Ну, зачем ему ваш педикюр нужен? Поэтому не омрачите себе настроение. Это, конечно, бомба. Бомба и прям такой хороший, счастливый период. Он еще и не с пустыми ручками идет, мои хорошие. Тут подарочки будут, тут будет что-то очень-очень приятное. Приятное он что-то для вас заготовил. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.